Основной диагноз – церебральный паралич. В свое время я, особенно в детстве, провела изолированно дома. Моим развлечением было первое – книги, второе – телевизор. Сейчас я понимаю, сам факт того, что ребенок просто находится со сверстниками, это стимул стремиться. Я могла не пойти в школу. На самом деле только один преподаватель согласился меня взять в нулевой класс. Так я пошла, совершенно случайно. Слава Богу, что я в свое время получила высшее образование художника. Всегда хотела быть дизайнером, художником. У меня около 10 показов, совершенно разные, кыргызские и, скажем так, в стиле буха. Мы перешли в создание эко-сумок, поехали дальше. Наши сумки уехали в Милан. Мы очень этим гордимся. У нас есть организация «Назиркыз», мы ее открыли в 2008 году. До этого были сорганизованы в инициативную группу девушек. Мы проводим наши летние лагеря независимой жизни. Проводим не одни, а в партнерстве с Центральноазиатской сетью женщин с инвалидностью. К нам попадают девушки с инвалидностью, которые впервые буквально начали свой активизм, в тебя вкладывают знания. И эти знания до сих пор помогают мне, помогают другим девочкам. Это же целая база. Больше 200 девочкам с инвалидностью нам удалось помочь. Нужно включать сюда еще горячие линии по поддержке людей с инвалидностью. Буквально там за 4 месяца к нам поступило больше 600 звонков. Я рада, что у нас есть работа, которая поддерживает других людей. А особенно в это время, когда мы как будто потеряли радар. Как жить дальше? Никто не знает, но мы живем. А как жить? Жить сейчас. Вот прямо сейчас она идет.